Зоопарк Республиканского центра экологического образования нацелен на серьезное обновление. Однако задача эта непростая. Редкие животные стоят дорого, а брать найденных раненых зверей из дикой природы запрещено. А ведь возраст местных питомцев уже давно приблизился к пенсионному. Виктория Палкина узнала, какие изменения ждут фауну сыктывкарского зверинца. В папашу пошел. Он беленький, потому что мамы черные. Да, основное поголовье черное, а он вот белячок один. Большая дружная семья и сразу такое прибавление. 5 козлят и 4 ягненка. Вот оно, естественное обновление зоопарка. Уже скоро молодняк подключат к образовательному процессу. Ведь это не только место, куда приходят горожане с детьми, но и площадка для исследований юных натуралистов. Ребятам очень нравится заниматься животными, общаться, гладить их, кормить, ухаживать за ними. Это действительно выражается на их даже лице улыбкой, искренностью. Прежде всего, это, конечно же, формирование бережного и гуманного отношения ко всей природе и к животному миру, конечно. Сегодня в коллекции зоопарка 95 видов животных. Есть темный тигровый питон, дикобраз, як, насуха, крокодиловый кайман, северный олень и семейство лам. Кстати, они одни из старожилов сыктывкарского зверинца. Пока их здоровье опасений у зоотехников не вызывает. Пока пенсионеры-крепыши, в принципе, у нас вот большой подорлик. У него, наверное, самое тяжелое сейчас состояние, потому что его принесли с больными ногами. И как бы вот мы поддерживали сколько можем. И уже вторую зиму он у нас зимует в тепле. И выносим только на летнее время, потому что проблем со здоровьем достаточно тяжелые у него. Орлан Белохвост – местная пернатая звезда. В зоопарке живет больше 10 лет. Попал сюда еще птенцом. Принесли охотники. После был долгий процесс его легализации. Птица краснокнижная. Но раньше раненых животных принимали. Сегодня закон жестко регулирует эти процессы. Отсюда и сложности. Пополнение коллекции имеет свои особенности, естественно. Потому что мы не можем, например, принимать от населения. Ну, бывает, что подранков, там детеныши приносят. Но потому что это называется изъятие из дикой природы, а изъятие из дикой природы только по разрешению Минприроды. Сегодня обновлять коллекцию здесь планируют через сотрудничество со зверохозяйствами. Так уже скоро из Кирова в Коми привезут лису и песцов. А еще планируют восстановить работу с Евразийской ассоциацией зоопарков и аквариумов. У нашего зоопарка появится доступ к общей базе данных. И будет куда проще обмениваться с другими зверинцами страны редкими видами животных. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.